Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В ходе своего визита в Турцию и Армению глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз предложил Грузии присоединиться к формату регионального сотрудничества 3+3. По мнению экспертов, несмотря на неучастие Грузии в проекте, экономически она сотрудничает со всеми его участниками. Тема возобновления проекта в формате 3+3 была поднята Лавровым во время посещения Анкары на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На ней он сетовал на отсутствие представителей Грузии на первой встрече, пригласив грузинских коллег присоединиться к следующей. Тема нашла продолжение во время визита российского министра и в Ереван. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Сергей Лавров вновь поднял вопрос возобновления работы формата, не уточнив при этом ни сроков, ни места проведения соответствующей встречи. В то же время Лавров пообещал всячески содействовать вопросу актуализации трехстороннего урегулирования между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы 3+3 с участием 3 южнокавказских стран и 3 их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями, сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что второе заседание платформы сотрудничества в формате 3+3 Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран по Южному Кавказу готовится и состоится в ближайшее время. Напомним, не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одному из государственных телеканалов, что так называемый Зангезурский коридор, система транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, будет построен. И если Армения этому воспротивится, Азербайджан решит этот вопрос силой. Это заявление в Армении расценили как территориальные притязания. Лавров, в свою очередь, отметил, что железнодорожный маршрут согласован, и сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. Здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, созданием инфраструктуры на долгие годы, как говорится. Поэтому тут лучше все 10 раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. И у нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого, сказал Лавров. Грузинские эксперты считают, что на политическом уровне, отказавшись от присоединения к проекту 3+3, тем не менее Грузия фактически принимает в нем самое непосредственное участие. Фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по своей территории, поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу, если соседи договорятся. Мы пропустим и товары из Турции в Армению, и поезда из Баку в Ереван, если будет политическая воля. Поэтому неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках, сказал в интервью сайту «Эхо Кавказа» директор Центра исследования транспортных коридоров Пата Цагиришвили. Комментируя формат 3+3, который, как мы знаем, предполагает работу региональной платформы, в которой будут участвовать 3 страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия, и 3 соседние страны – Россия, Турция и Иран, абхазский экономист Ахра Ристава в интервью тому же «Эхо Кавказа» отметил, что Абхазии необходимо участвовать в переговорном процессе, опираясь на союзнические отношения с Россией. Цитата: «Опираясь на союзнические отношения с Российской Федерацией, Республике Абхазия обязательно надо обозначить и свой национальный интерес в этом переговорном процессе. Абхазию, Грузию и Армению можно охарактеризовать как страны, которые страдают от всех этих неурегулированных процессов», отметила Ристава. Особый акцент эксперт делает на то, что в рамках данных инициатив должны быть подписаны мирные соглашения, без которых перспектив развития у регионов нет.
У Абхазии, Грузии и Армении очень выгодное географическое расположение с точки зрения восток-запад и север-юг, а также очень комфортный климат для работы. Регион имеет колоссальную перспективу для развития, но для того, чтобы в Абхазию, Грузию и Армению пришли инвестиции, нужны гарантии долгосрочного мира. Если таких политических гарантий не будет, если руководство стран не подпишут мирные соглашения, конечно же, такие инвестиции в эти страны не придут. А это надо делать, если мы хотим, чтобы в Абхазии, в Грузии, в Армении и даже в Турции повышался уровень доходов населения, уровень жизни. Мир нужен всем, он в интересах всех граждан Южного Кавказа, отметила Арестава, беседуя с корреспондентом «Эхо Кавказа». Помощник президента по международным делам Максим Гвинджи также отметил, что Абхазия поддерживает мирные российские инициативы. В частности, одна из них – это формат регионального сотрудничества 3+3. Цитата: «Мы видим в этом позитивный импульс для региона, потому что любая стабильность дает развитие экономики, и надеемся, что это развитие региональной экономики отразится и на нас. Считаю, что мы должны непосредственно во всем этом участвовать. Участие Грузии, через которую Армения ведет практически всю свою торговлю, в этом формате будет служить, конечно, позитивным импульсом. Что это может означать для Абхазии? Но Грузия уже давно участвует в этом формате. Другой вопрос, что формат этот хорошо бы как-нибудь обновить. Нужно будет обсуждать вопрос возможности участия и Абхазии в транзите товаров через Абхазию в Армению. Для нас это новые экономические перспективы. Естественно, мы должны участвовать как можно в больших экономических и международных процессах. А если эти процессы региональные, если они рядом с нами, то тем более мы должны участвовать в них. Конечно, не в ущерб нашим интересам и не в ущерб нашей безопасности, отметил Гвинджи. А сейчас мы пригласили в студию политолога Беслана Хагба, чтобы поговорить об уже давно обсуждаемом формате 3+3, о том, что он значит для Абхазии и как можно в нем участвовать не в ущерб безопасности, а в пользу экономики. Предлагаем вам это интервью. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. В последнее время все чаще поднимается тема так называемой региональной площадки 3+3. Эта тема очень, мне кажется, продвигается и Россией тоже. В частности, министр иностранных дел России Лавров сейчас бывал и в Стамбуле, и в Ереване, опять поднимал эту тему. Вообще хотелось бы, чтобы вы немножко пояснили для наших зрителей, что означает вот этот формат 3+3 вот в таком политическом, можно сказать, смысле. Вы знаете, прежде чем говорить о формате таком 3+3, надо немножечко предысторию рассказать нашим телезрителям, потому что вообще-то после распада СССР была идея у многих, между прочим, политиков, какой-то общекавказский так называемый дом, если получится собрать. Ну, получилось так, что в 90-е годы прошлого века Кавказ захватило конфликты. А потом в Турции был такой деятель, президент Турции, его звали Демирель, он такую идею подал, чтобы можно было бы вообще на базе вот таких стран, например, Турции, Азербайджана, Армении и Грузии, создать такую площадку, такой формат, чтобы можно было разрешить конфликт. Но эта идея так и прозвучала, она не воплотилась. А потом был август 2008 года, между прочим. Да, вот это, помните, это события, которые произошли на Южном Кавказе, связанные и с Абхазией, и Южной Осетией. Опять идея была турецкая. Между прочим, Эрдоган подал идею так называемая Кавказская платформа. И она не предварилась в жизнь, потому что она была не приняла Грузия, да и многие страны тогда были в таком остром конфликте. И сейчас, после Второй Карабахской войны, опять идея появилась, опять-таки инициатором сначала выступил Эрдоган, а потом она была подхвачена и понравилась и Российской Федерации. И вот сейчас, после вот этих событий последних, вот, которые происходят и на Украине, и на Южном Кавказе, после уже Второй Карабахской войны, пытаются создать вот такой формат. Да, вот три ведущие страны: Россия, Турция, Иран, и плюс еще так называемые уже такие страны менее развитые, более подхваченные конфликтами, но которые, если вдруг и получится, собрать и решить все эти вопросы. Это Азербайджан, Грузия и Армения. Но дело в том, что вот этот 3+3 многие
эксперты говорят, что вряд ли это получит развитие, потому что все эти страны, которые собираются вот, создать этот формат, они настолько противоречивы, они настолько охвачены конфликтами, непримиримыми многие. Например, возьмем Азербайджан, Армению. Например, возьмем Грузия, которая конфликтует уже долгие годы вот, с Абхазией, Южной Осетией, и отсюда и конфликт, очень серьезный геополитический конфликт и с Российской Федерацией. Не будем забывать, что Грузия называет Российскую Федерацию оккупантом вот, своих территорий. Так что многие говорят, что, может быть, какие-то заявления будут сделаны, декларации, будут попытки, но говорят, что пока не разрешатся эти конфликты, вряд ли такой формат будет создан. Но я также читала мнения разных экспертов, в том числе грузинских, которые говорят о том, что несмотря на то, что Грузия и руководство Грузии официально не поддерживает этот формат и не участвует в этих встречах, фактически он уже существует. Существует в смысле экономическом, есть эти транзитные пути. Вот хотелось бы об этом тоже поговорить, что это вот значит. И может, потому что многие люди в Абхазии, эксперты, некоторые парламентарии говорили о том, что также, что Абхазии хорошо бы в этом участвовать, используя сейчас такие добрососедские, союзнические отношения с Россией. Вот это как бы вы могли прокомментировать? Вы знаете, вряд ли вот к организации, если это получится, конечно, формат 3+3, Абхазия сейчас на данном этапе будет допущена. Во-первых, я вам хочу сказать, что вот Грузия, может быть, согласятся вот к созданию, к образованию некоторых вот таких форматов, но заявляют только с участием западных стран и прежде всего США. Это такое категоричное заявление. А что касается вообще-то всего остального, Грузия заинтересована в каком плане? Транзитном. Я вам хочу напомнить, что Грузия вообще-то граничит и с Абхазией, Южной Осетией, с Россией, Азербайджаном, Арменией, Турцией. Она граничит со всеми этими странами. Вообще-то, если, по-моему, года 3 или 4 назад подсчитали в валовом продукте транзитный доход Грузии где-то от 6 до 10%. Это очень существенная сумма. Учитывая, что она конфликтует и с Абхазией, Южной Осетией, и в том числе и с Российской Федерацией, некоторые ограничения есть. В этом отношении, может быть, она заинтересована. Но я еще раз повторяю, что все это будет наталкиваться на политические проблемы. Они очень серьезные, потому что все-таки политическое руководство Грузии, она еще заявляет, что стремится к включению своей страны в Европейский Союз и НАТО, это первое. Это не нравится Российской Федерации. Второе, всего остального, даже конфликт, казалось бы, война остановлена из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией. Казалось бы, вот-вот решится вопрос статуса Нагорного Карабаха. Не получается. Там вопрос возникает коридора, Сюникского так называемого коридора. И вопрос Карабаха, статус надо решить, говорят политическое руководство Армении. Опять возникают конфликты. Вот видите, вот все это, транзит это хорошо, коммуникация это замечательно, но пока эти споры будут сохраняться, территориальные конфликты, войны, вряд ли этот формат создастся. Но правильно ли я понимаю, что все-таки этот формат, он больше, даже если он как-то будет существовать, это все-таки экономически, на политическом уровне это невозможно из-за непримиримых таких противоречий? Потому что транзит-то, он все равно существует, и от этого выигрывают страны. Транзит существует, но неполноценный. Даже возьмем нашу железную дорогу, вообще автомобильная, да, вот она очень ограничена. Во-первых, даже, если даже это случится, необходимы очень существенные инвестиции. Не только, кстати, на нашу железную дорогу, здесь, если иметь в виду Абхазию, наши морские порты, автомобильные и все остальное. Знаете, вот в этом отношении все равно этот вопрос возникнет, вопрос взаимоотношений между Абхазией и Грузией. В нашем случае вопрос возникнет из-за Карабаха, территориальные споры, вопрос определения границ между Азербайджаном и Арменией. Опять политические вопросы. Есть серьезные вопросы, между прочим, между Азербайджаном и Тегераном, Ираном, потому что Иран не нравится активное действие Турции на Южном Кавказе, потому что Турция существенных добилась успехов за последние годы на Южном Кавказе, и Ирану очень это не нравится. И потому там возникают конфликты. Вот видите, очень много противоречий. И все говорят, что это вряд ли даже в экономической, преследует цель экономическую, но вряд ли это случится, потому что все-таки надо решать поэтапно этой проблемы. Если вот эти вопросы острые снимутся, и вопрос возникнет, и вопрос определения и коммуникации, вообще активное развитие вообще Южного Кавказа и так далее. Но и серьезные эксперты говорят, я и поддерживаю эту точку зрения, что все-таки на это пойдет очень много времени, десятилетий, наверное. Но даже если десятилетия, вот многие говорят о том, что ради экономического
экономического развития, возможно, что сложится такая ситуация, что какие-то политические уступки и даже мирные соглашения будут подписаны для того, чтобы из-за транзитных вот этих вещей, из-за экономических дивидендов страны, например, те же Армения, которая тоже в этом очень заинтересована, или Грузия и Абхазия, я думаю, только выиграет хотя тут тоже в смысле безопасности очень много вопросов, да, и подводных камней, но тем не менее вот говорят, что экономика может взять вверх. Вы с этим не согласны, да? Не согласен, потому что я вам объясню на примере между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете, вот после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан еще более активизировался, то есть даже с подключением своей военной силы хочет решить вопрос коридора, потому что вопрос Нахичевани это очень полезно для Азербайджана. Вот да, вот это коридор Сюникский, вот это коридор, который, между прочим, когда заключали мирный договор в ноябре 2020 года, там было прописано, что будут разблокированы все дороги, все коммуникации. Но этого не случается, потому что Армения боится зависимости и от Турции, и прежде всего от Азербайджана. Если откроется этот коридор, они говорят, сначала давайте решим уже сегодня, решим вопрос статуса небольшого, да, казалось бы, Нагорного Карабаха, который они контролируют, статуса решим армянского населения, а потом возьмемся за все эти проблемы. Вот видите, вот пытаются как-то примирить эти стороны Российской Федерации, потому что все-таки, вот, если говорить о формате, все-таки самые ведущие остаются сначала Россия, она последние годы продвигает эту идею, а потом Турция. Но повторяю еще раз, что там очень много противоречий, очень много споров, военные столкновения остановлены, но территориальные претензии друг к другу, и, как говорят, будет нарастать. Если начнется такая процедура между Арменией и Азербайджаном определение границ, это настолько затянется, там такие конфликты возникнут, там такие споры, что мало не покажется. Поэтому, вообще-то, знаете, да, хочется решить вопросы экономики, но все-таки на Южном Кавказе вопросы политики всегда превалировали. И так будет происходить всегда. Понятно. Беслан Алексеевич, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. А теперь от серьезных тем к вызывающим улыбку и взбудоражившим соцсети в последние дни. Дело в том, что известный голливудский актер и режиссер, исполнитель роли гладиатора в одноименном фильме, оскароносный Рассел Кроу в своем твиттере недавно спросил WhatsApp Абхазия everything okay? Как дела, Абхазия? Все в порядке? В ответ на пост актера пользователи начали делиться красивыми фото достопримечательностей и предлагать актеру самому убедиться, что в Абхазии все хорошо, и приехать к нам. Тему подхватил и МИД республики, и в своем официальном твиттере они разместили приглашение актеру посетить Абхазию. В приглашении значится: как Министерство иностранных дел Абхазии мы приглашаем вас посетить красивейшую страну Абхазию, настоящую страну души. Что на это ответил голливудский актер, пока неизвестно. Будем следить, как будут развиваться события. А на этом у меня сегодня все. До новых встреч в эфире.